Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор, волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях герой России, кавалер 3 орденов мужества и генерала Шеймуратова, ветеран СВО. Участник федеральной кадровой программы «Время героев» Денис Чернавин. Денис Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте посмотрим кадры ваши боевые на вашей машине. Что вообще происходит сейчас на экране? На экране элементы нанесения удара по наземным целям, применение неуправляемых авиационных ракет и применение управляемых ракет по бронированной авиационной технике. С вертолета К-52 был элемент там, когда наносился удар со штурмовика. А управляемая ракета, она как, на тепло реагирует? Или на двигатель? Нет. Управляемая ракета наводится штурманом. Даже штурманы обижаются, когда летчик говорит: «Я сжег технику». На самом деле летчик в этот момент выдерживает режим, а именно поиск цели, наведение ракеты и удерживание ее до конца на цели. Осуществляет штурман-оператор. Я скажу, ребята, которые со мной штурманы летали, их уровень мастерства был такой, что они машины просто на скорости, на ходу. Они попадали ракеты, то есть опыт уже у них колоссальный, что не только там стоящую технику, как в этом моменте, а несущуюся на скорости машину они ракеты управляемые подбивали. И даже в ночное время? И в ночное время тоже, да. Вертолет К-52, он в этом плане применяется и днем, и ночью. И оборудование, которое на нем установлено, оно позволяет на максимальных дальностях, в том числе и ночью, уничтожать цели. Вертолет К-52 – это оружие победы, я так называю. Вертолет, который спас очень много жизней наших ребят, и который на определенном этапе, понятно, что и война меняется, да, 22-й год и 25-й год уже совершенно по-разному воюем, но именно на начало СВО те задачи, которые выпали армейской авиации, наверное, наилучшим образом оказался адаптирован и подготовлен вертолет К-52. Он для уничтожения крупногабаритной техники противника? Он для поддержки пехоты в основном. То есть это уничтожение живой силы, уничтожение бронированных целей на переднем крае. Помимо этого задачи, которые, скажем так, дополнительные, это прикрытие десантно-транспортных вертолетов, которые и осуществляют эвакуацию раненых, и доставляют боеприпасы на передок при необходимости, и продукты питания. Наша работа действительно была очень нужна, очень важная. Понимали все это, но когда тебе спустя несколько лет ребята приходят и говорят спасибо, несколько дней десант, который высадился на Гастомель, они были практически в окружении. Да? То есть пока к ним дошли колонны, и другой связи с большой землей у них, кроме как вертолетов, не было. И боекомплект подвести продукты питания, воду, забрать раненых. Это все были вертолеты. И в таком... а мы, соответственно, Ми-8 прикрывали. Так называемая крыша. Наша работа была, чтобы они беспрепятственно, без потерь добрались, довезли. И ребят, которых подранили, чтобы также безопасно вернули в госпиталя и оказали им помощь. Денис Юрьевич, у нас есть краткая информация, что в 23-24 годах вы выполнили 518 боевых вылетов на вертолете К-52 на разных направлениях. И 300 вылетов с нанесением ударов. А может, цифру больше? 22-23 год. 22-23 год, да. Действительно, 22-23 год, он характеризовался такой большой напряженностью именно вылетов авиации армейской. Если сейчас больше акцент, наверное, на бомбардировочную, то тогда большую часть работы именно доставалась нам. Очень результативно, особенно в период отражения контрнаступа. Только мое подразделение за 10 дней уничтожило 190 единиц вражеской техники подтвержденной. То есть действительно работали, не покладая рук, как 24/7. Можно сказать, что вы жили в небе? Фактически, большую часть вы были в небе? Да. То есть мы в боевой вылет, ты прилетаешь, буквально подготовка к повторному вылету. У тебя в это время может быть есть быстренько выпить чаю. Все, вертолет готов, следующий, опять пошли. И так круглосуточно в свою смену, скажем так, в свою полусмену эту, ты постоянно. В режиме жесткой мобилизации внутренней.
Денис Юрьевич, а вы с какими мыслями вылетали? Не расслабляться. То есть теряется чувство страха. Ты привыкаешь, когда вот это все повторяется, и вроде как вернулся же, прокатило, да, и действительно у многих притупляется чувство страха, и вот самое главное не расслабляться, чтобы не допускать ненужных потерь, потому что недооценивать противника тоже нельзя. И там, где, казалось бы, все получается, через какое-то время противник может что-то новое придумать. Нельзя допускать шаблонности какой-то. Но сохранять вот эту сосредоточенность и не допускать расслабленности какой-то. Понимать, что там есть самые максимальные риски для жизни. Вы участвовали в возвращении Крыма в состав России. За плечами у вас большой боевой опыт. Вы возглавляли авиационную группу миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе. Крым как бы и не непосредственно принимал, а обеспечивал, скажем так, вот определенные мероприятия в Карабахе, да, в составе миротворческой группировки. Около 7 месяцев мы обеспечивали мир и покой. Вы еще обеспечивали с коллегами безопасность на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Это, наверное, яркое воспоминание. Очень яркое воспоминание. До сих пор в рамках программы встретился с олимпийским героем Сочи, с Александром Легковым. Он нас проводил утреннюю физическую зарядку. Очень классный парень. Очень такое шикарное, грандиозное, памятное историческое событие для нашей страны. Вызывающая задумка сделать на летнем курорте, провести зимнюю Олимпиаду. И это все удалось, это все осталось. И сейчас большое количество наших граждан, и не только наших граждан, людей, приезжающих из других стран, отдыхают в Сочи. Это здорово. Но на СВО вы были с самых первых дней. Как это было? У вас передача очень хорошо называется «Своих не бросаем». И на самом деле, наверное, ключевое в начале специальной этой военной операции, что если бы мы этого не сделали, мы бы бросили тех своих родных нам по духу русских людей, которые на Донбассе, на Луганщине, Донецке. Тут, наверное, для нас выбора особо и не было. Которые больше 10 лет уже живут с этой войной. И более того, дети там знают, как летают снаряды, знают, что трогать боеприпасы нельзя. А еще они знают и отличают вылет от прилета. Когда я об этом узнала, у меня так сердце защемило. Это на самом деле страшно. Это кажется, что какие-то такие отдаленные вещи, но когда ты касаешься этого, это страшно, что в наше время такое происходит. И это западное лицемерие, когда они рассказывают, что они очень хотят мира, они очень делают все для того, чтобы там был мир. А на самом деле, это, как говорится, правда за нами, справедливость, она неизбежна. И рано или поздно тем, кто разжигал эту войну, тем, кто это все делал, я думаю, все это им аукнется. Бог на нашей стороне. Да. И это то, ради чего, по сути, и делалась ваша работа спасения человеческих жизней. И результат этой работы виден сейчас у вас на груди? Мы всегда работали на тех ребят, которые на передке, то есть для них. И старались не пропустить технику. Каждая пропущенная единица техники – это были жизни наших ребят, да? Каждая сожженная – это спасенные жизни наших ребят. Поэтому старались делать как-то все для этого. Наша задача – обеспечивать, несмотря на то, что вроде как бы авиация, элита. Наша задача – это обеспечивать того парня, тех ребят, которые сидят в окопах, потому что самая сложная часть задачи – это все-таки им достается. Это и ежедневные тяготы, и лишения все эти. И мы должны были сделать все, чтобы их как можно меньше погибало. Есть у меня знакомые ребята и 4 ордена мужества, и 3 тоже очень много ребят ордена мужества. Денис Юрьевич, у вас золотая звезда, звание Герой России, 3 ордена мужества, орден Минигали Шаймуратова, медаль за отвагу, в целом 18 медалей на груди вместе с орденами. Это очень солидно. А звезда Герой России, вам ее вручили? Вы где были в этот момент, когда узнали?
выполнял боевые задачи. Поздравил командующие, поздравили там знакомые, кто где-то был в курсе. Ну, все это. Порадовались, пообнимались. Вот Шойгу вам вручает награду. Это наш бывший министр обороны Российской Федерации. Что он при этом вам сказал? Поздравил, поблагодарил. Вот. Там были еще ряд заместителей министра обороны вот, тоже, которые также подошли, поздравили нас, поблагодарили за то, что мы делаем. Мне, наверное, до сих пор мне неудобно перед своими ребятами, да, вот в том плане, что мы делали с ними одно и то же дело, да, но вот мне звезду дали, а им нет. Здесь вопрос не в том, что я считаю себя недостойным. Я просто считаю, что они тоже достойны. И вот считаем так доверенно нести ее за всех тех, кто достоин, но не был по разным причинам награжден. Уверен, что их подвиги навсегда останутся не только в истории учебников, будут запечатлены в фильмах, но и в наших сердцах. И в этом тоже наша задача. В этом тоже наша задача, чтобы помнили, чтобы не забыли. И это на самом деле не громкие слова, потому что у нас есть живой пример Украины. Вот, к сожалению. Никто не мог подумать. Вот для меня очень было сильным раздражителем, когда мы помогали отражать контрнаступ ребятам, тем, которые на передовой были. Что, ну как? Как Украина, которая многострадальная, политая кровью наших дедов, прадедов, Великую Отечественную войну, потерявшие просто миллионы людей, огромное количество населенных пунктов было просто уничтожено во время Великой Отечественной войны. И ведь как спустя всего лишь там 80 лет сыны Украины на немецких танках с крестами, как в них все это уживается, их героические деды-прадеды и то, что они сейчас творят. Но мы все верим в нашу общую победу, и как в гимне Российской Федерации братских народов «Союз вековой», все равно, наверное, найдем вот эту дорогу думаю, наступит к миру. Прозрение, наступит отрезвение, к сожалению, ну, такой ценой большой, да, для обоих наших братских народов, но в любом случае за нами правда, мы жмем, мы двигаемся вперед, потому что и победа будет за нами. Но ваши подвиги не случайны, вы ведь потомственный летчик. Ваш отец, если не ошибаюсь, штурман на самолетах Ту-16, Ту-22. Да. Ваш выбор работать в небе был не случайен. Вообще выбор военной профессии, что я буду военным, наверное, это было уже предрешено, потому что житье в военных городках, На аэродромах. на аэродромах, к отцу на работу где-то там пробраться, возможность там все это ты видишь. Наверное, другого и не было, да, Романтика. пути. Да, романтика. Но вот тоже сейчас 2 августа мы отметили 95 лет создания воздушно-десантных войск, а я родился в городе Рязани. А там Рязанское, знаменитое Рязанское воздушно-десантное училище. И вот эти все ребята, которые там крутые, мощные, в тельняшках бегают мимо нашего дома, там пробегают. И фильмы все эти. И какое-то время, практически там до старших классов, я уверенно собирался идти в десант. Но потом вот как-то что-то вильнуло, вот, и пошел я в вертолетчики. Но я всегда с огромнейшим уважением отношусь вот именно к ребятам из воздушно-десантных войск, ребятам с морской пехоты. Да и вообще, я говорю, вот к пехоте, особенно вот сейчас, когда специальная военная операция, на очень многие события Великой Отечественной войны начинаешь смотреть по-другому, когда ты соприкоснулся с тем, что происходит сейчас. Вот вы знаете, я служил в пехоте в 90-й танковой дивизии, и у нас есть также и артиллеристы. И нам всегда командир говорил, что пот артиллериста сохраняет кровь пехоты. Вот то же самое можно сказать и про вас. Все обеспечим работу пехоты. Очень многие вещи мы даже не задумывались. Одна из тех вещей, например, как ребята зимой выживают в окопах. И тут же начал копаться, смотреть, интересоваться, а как же наши деды выживали в окопах во время Великой Отечественной войны. Да, и вот какие-то обычные элементарные бытовые вещи той войны, на них начинаешь смотреть через другую призму, поучаствовав в этой войне. И сейчас война больше в небе. Война, она вообще очень быстро меняется. Да? И я уже говорил, что 22-й год и 25-й год – это совершенно две разные войны уже.
Ну, видите, сейчас новшество дроны. Но все может поменяться. Да? Вот буквально там разработается какое-то более эффективное средство радиоэлектронной борьбы. И опять, Да, и дроны уже будут не актуальны. И опять выйдет на первый план, там, например, танковые войска, да, или что-то еще. Даже по авиации. То есть на каком-то этапе были более эффективны мы, да, потому что, скажем так, большой авиации очень сильно противодействовало ПВО, и те средства, которые работали раньше, они уже не могли заходить туда из-за ПВО. Но благодаря тоже разработкам там, тех же модулей планирования коррекции, благодаря этому смогли бомбы летать на большие расстояния, и уже вышла на передний план бомбардировочная авиация. У вас не только богатый боевой опыт, вы еще и трижды принимали участие в воздушном параде на Красной площади. Не могу не спросить, как это? Мы начинали готовиться, наверное, месяца за 4-5. Каждый раз это по-другому. Это нет такого, что если 2 раза поучаствовал, 3 уже неинтересно. Это каждый раз новое волнение. Но самое интересное же, когда ты пилотируешь вертолет, пролетая над Красной площадью, у тебя даже нет времени посмотреть на Красную площадь. То есть, потому что твоя задача четко выдержать строй, у тебя все внимание на ведущего или там на тот вертолет, который перед тобой. Только потом на видео можешь пересмотреть, как это было. Как вы летите, да? Да. А папа наверняка вами гордится. Я думаю, да. Я думаю, я очень горжусь своим отцом. И у нас лозунг был, когда мы работали, вот, особенно 22-й год, у нас был лозунг «Работаем, чтобы не было стыдно». Вот. И закладывали в это каждый свое, да, чтобы не было стыдно перед своими товарищами, чтобы не было стыдно перед ребятами из пехоты, ради которых работаешь, чтобы не было стыдно перед своими родными, близкими. Вот. Для меня вот одной из составляющих было, чтобы не было стыдно перед отцом. А что бы могли посоветовать, порекомендовать или просто сказать тем, кто вот стоит на пороге принятия решений служить в авиации или выбрать другую профессию? Мне кажется, людям надо попробовать. То есть, если это интересно человеку, и я когда поступил в авиационное училище, и вроде бы не было у меня, скажем так, не было уже той влюбленности в авиацию, да, там прям я не фанател, я не собирал самолетики, там не клеил модельки, но где-то, наверное, с первыми вылетами уже практическими меня это настолько захватило, что это вот стало всей моей жизнью. Я 30 лет в авиации, да? И даже сейчас, когда вот для себя я делал выбор уходить, идти ли в программу или не идти, то есть для меня это был довольно сложный выбор. Вы упомянули федеральную программу «Время героев», и вы попали во второй поток. А как так получилось, что вы участвуете в таком мощном проекте? Знаете, такое выражение есть, что нашу страну на поле боя победить никто не смог. Но, к сожалению, 2 раза уже в истории, причем в нашей не такой далекой истории, когда развал страны становился следствием каких-то внутренних процессов. И одним из определяющих для меня было то, что я не хочу, чтобы все то, что мы делали, ради чего погибали мои товарищи, погибают ребята на фронте, чтобы это все пошло прахом. Что необходимо нам укреплять себя изнутри. И мне кажется, вот одной из целей, которую президент, Верховный главнокомандующий наш ставил, это насыщение вот кадров государственных именно людьми, на которых можно положиться. Я не скажу, что нет таких людей, да, в нашей стране. А тем более вот на проекте, когда общаешься со многими из спикеров, которые приходят, и ты видишь, что они действительно переживают за нашу страну и стараются вот делать. Но если мы говорим про программу «Время героев», инициированную Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, то и в нашем регионе, в Республике Башкортостан, есть свой проект. Это «Герои Башкортостана». Вы наверняка общались уже с ребятами и пересекались с Ради Фаритовичем Хабировым. Насколько знаю, он ваш наставник даже. Да. А вы сами выбрали наставника?
Ну, да, там процесс так и происходит. То есть ты выбираешь наставников. Ну, как выбираешь? Ты изъявляешь желание. Да? Вот я тоже написал Ради Фаритовичу, главе нашей республики Башкортостан, что с просьбой стать моим наставником. Тоже не знал, какой будет ответ, потому что все-таки, скажем так, тот ритм жизни, та загруженность главы республики, это все-таки еще не факт, да, что он сможет найти время, да, и... Ну... Какие советы или наставления он вам дал или уже дает? Ну, пока вот мы начали с того, что он порекомендовал именно выбрать, посмотреть и выбрать то, что тебе будет действительно по душе. То есть, чтобы работа не превращалась просто в обузу. Да? Очень много ты начинаешь сейчас понимать, чего ты не знаешь, да, и что есть куда развиваться, к чему стремиться. А какие у вас планы? То есть, может быть, уже что-то вот намечаете здесь? Во-первых, хочется именно развивать привлекательность нашей республики, да? Вообще нашей страны. Она у нас красивая, нашей да. страны. Вот в силу своей профессии я побывал в командировках, да, или вот по служебной необходимости, ну, или в отпуске, начиная от Калининграда и заканчивая Камчаткой, там, Сахалином. Вот, служил там и на Дальнем Востоке, служил и там в Подмосковье. Вот. И я могу сказать, что у нас просто очень красивая, очень разная, да, ну, вот страна, в которой можно отъехать там, от населенного пункта там, и свернуть всего лишь там, где-то в километре и просто поражаться красотами. Мы просто, как во многих вещах, не всегда умеем это как бы преподносить, рекламировать. Иногда где-то мы уже настолько к этому привыкли, и нам кажется это обыденным. Вот. Но мне кажется, что через осознание вот этого величия нашей страны, ее природы, ее людей, ее там, архитектуры, каких-то уникальных... Ну, вот это все, да, это путь именно к патриотизму, к тому, чтобы наши дети, наши внуки, наши правнуки любили эту страну. А в моем понимании все-таки патриотизм – это любовь. Это любовь к тому, что тебя окружает, твоя семья, твой дом, твоя родина. И через ненависть к этому, ну, это деструктивно. Ты не сделаешь свою страну сильной, красивой. Вот. И ведь патриотизм – это не всегда постоянное и неутомимое самопожертвование. Вот. Люди должны получать удовольствие от того, что они делают для своей страны. Быть патриотом – это ведь не только служить в зоне проведения специальной военной операции, это и служить Родине здесь, на гражданке, это помогать и в тылу в том числе. Конечно. Это... Я говорю, ну вот закончится специальная военная операция. Она рано или поздно закончится, и я на 100%, даже больше убежден, что она закончится нашей победой, потому что, я говорю, историческая правда, моральная, человеческая правда за нами. Вот. Но это же не значит, что все, и на этом закончится патриотизм. Любовь к родине закончится на этом, да. То есть это у нас такое количество, где можно прикладывать свои способности, свои возможности, и нужно. Такой патриотизм даже лучше. Чтобы мы не только с оружием в руках, да, проявляли свой патриотизм, а чтобы мы проявляли свой патриотизм ежедневно, когда ты в обычной, в бытовой жизни проявляешь свою любовь к родине, потому что что-то делаешь, не просто ворчишь там, и что это не так, это не так, а что ты делаешь. Заботишься об этой родине. Да. Это правильно, это так и должно быть. Денис Юрьевич, вот скажите, пожалуйста, а кто для вас пример патриотизма? Ну, пример патриотизма, вот мой отец, как бы это громко не звучало, да, вот для меня пример патриотизма – это вот наш верховный главнокомандующий, потому что он одним из первых, наверное, за долгие годы показал и продолжает показывать пример служения, да, вот какого-то самопожертвования. Это же вопрос подхода, да, вопрос, как ты это воспринимаешь. Для очень многих людей власть – это какая-то награда, да. А для него это ответственность. Служение Родине. Да. Спасибо вам большое за то, что ваша служба Родине
вылилось в спасенных жизнях ваших товарищей боевых. Дай бог, что у вас будет возможность применить весь накопленный опыт здесь, на гражданке. Успехов вам в этом. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Постараюсь не подвести. Спасибо. А мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Герой России, кавалер 3 орденов Мужества и генерала Шеймуратова, участник СВО, участник федеральной кадровой программы «Время героев» Денис Чернавин. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.